Прекрасная горная Ингушетия стала сегодня местом силы для участников Всероссийского форума «Таргим». Здесь они смогут зарядиться после напряженной работы по подготовке и защите проектов. Волшебный Северный Кавказ с его богатой историей полностью погрузил гостей из разных уголков России в атмосферу спокойствия и восторга. Перед ними во всей красе раскинулось Асиновское ущелье. Данил Саид горы видит не в первый раз. Приехал из Алтайского края. Делится, что никогда не был так заворожен красотой и величием. В республике Алтай, соседний от меня регион, да, там есть тоже горы, там тоже очень живописные виды, но тут, конечно, пока что я больше восхитился, чем у себя на Алтае. Этот форум точно останется в моей памяти, потому что тут какая-то другая атмосфера, тут другие люди, менталитет и все, и попасть сюда было очень классной возможностью, и я очень бы хотел сюда еще раз вернуться, в принципе, на Кавказ и объездить его весь, теперь у меня появилось желание, вот, поэтому он точно останется одним из лучших моих воспоминаний. По маршруту от Асиновского до Джейрасского ущелья участники грантового конкурса несколько раз делали привал. Всем хотелось запечатлеть увиденную красоту. Башенные комплексы, склепы, свежий горный воздух и быстрые реки. Эмоциям гостей были удивлены даже кураторы. Проехали через Асиновское ущелье и дальше остановились в Эгикал. Там мы полностью все рассказали, показали, как могли, по крайней мере, в меру наших возможностей и знаний. Вот, участники очень впечатлены и природой, они просто вот так вот ходят вот с такими вот глазами. И история башен наших, сама их просто конструкция, как они построены, это их очень сильно впечатляет. И вот группа доезжает до комплекса «Легенды гор», где они планируют пообедать. Аппетит на высоте всегда хороший. Пока еда варится в казане, участников форума решили вовлечь в ингушскую культуру и сделали это через национальный танец. ДНР, ЛНР, Москва, Санкт-Петербург и даже Владивосток. Всего в форуме приняли участие около 120 человек из 22 регионов России. Идеи на конкурсе были разные. Кто-то привез с собой бизнес-план в сфере услуг, а кто-то проект по психологическому направлению. А вот так предложила решить проблему с небезопасным хождением по крышам Ирина Беленева. Она планирует после получения гранта создать короткометражный фильм «Не снимайте в человека», в котором раскроет явление руфинга в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день экскурсия по крышам запрещена законодательством. Мой проект направлен на то, чтобы привлечь как можно больше внимания к этой проблеме и попробовать их легализовать. Потому что у этих экскурсий огромный спрос в Питере. Боремся за то, чтобы сделать эти экскурсии безопасными, чтобы люди, которые поднимались туда, не думали о том, как не соскользнуть с резинового коврика, чтобы у них была возможность просто видами наслаждаться. А сейчас, конечно, там есть элементы небезопасные, и хотелось бы их как-то вот решить. Да. Каждый, кто приехал, привез с собой одну или несколько идей. Проекты победителей будут выбраны по степени важности и проработанности. А благодаря образовательной программе во время конкурса многие из участников смогли довести свои идеи до идеала. Площадки, помимо грантового конкурса, который стал основным, еще были ораторское мастерство. Практически целый день был посвящен именно этой площадке, чтобы подготовить участников как раз-таки к защите проектов. Вот, были направления патриотика, бизнес, потом психологическое направление, как бороться со стрессом, самообразование, самостановление. Целью форума является раскрытие потенциала молодежи, предоставление инструментов и возможностей для обмена опытом и установления межкультурного диалога между представителями молодежи субъектов России. Также Таргим направлен и на популяризацию туризма в республике. Кто хоть раз побывал в Ингушетии, планирует вернуться сюда снова. Адам Гулоев, Абдулла Халухоев, Новости 24.